Педагоги кафедры психологии Ингушского государственного университета оказывают по телефону психологическую помощь людям, находящимся в условиях самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Ежедневно в режиме нон-стоп они принимают десятки звонков с различными вопросами, которые беспокоят жителей региона. По словам специалистов, в основном звонят с различными страхами, связанными с якобы принудительной вакцинацией или же остаться дома на долгое время и так далее. Кандидат психологических наук Рая Погорова отмечает, что их задача сказать «стоп» тревогам, включить оптимизм и научить жить здесь и сейчас. В основном обращаются со следующими запросами. В первые дни и сейчас, конечно, на сохранение на первое место выходит тревога заболеть. Не только самому, и что может заболеть близкие ему люди. Потеря близких людей. Следующее это было страх попасть в больницу. Страх, связанный с тестированием. Почему-то люди думали, что будет массовое и принудительное тестирование. На третьем месте вопросы, которые возникали, что с нами будет, как с этим справиться. Вопросы бытового характера. Это действительно вопросы, то, что мы сегодня, как уже на одной территории, в течение суток они разругаться. Понимание, осознавание того, что люди поняли, что они не были готовы к тому, что сейчас пришло так неожиданно. Наша задача психологов, это в первую и целью нашей являлась, это откликнуться на эмоциональное состояние и минимизировать его. Я перед собой ставила в большей степени задачу в некоторых ситуациях снять риск суицидального поведения, потому что это тоже наблюдалось, но мало, но оно было. Одной из своих задач, которую я ставила перед собой в период консультирования и ставлю на начальный период, это было дать информацию. Сейчас в большей степени перед собой ставлю задачу укрепить, чтобы человек нашел и понял, какой у него есть ресурс, как он раньше справлялся с трудностями. Ведь каждый из нас умеет справляться. У нас есть этот потенциал, и у нас есть этот ресурс. Задача психологов – успокоить людей, находящихся в самоизоляции, подсказать, создать эмоциональный баланс. Ведь стабильно хорошее душевное состояние, которое влияет и на физическое здоровье – это важный фактор, повышающий жизненный тонус человека, отмечают специалисты. Звонки поступают ежедневно. Это неудивительно. Мы стоим перед проблемой всемирного масштаба, проблемой, касающейся всех и каждого из нас. Особенно сегодня страдают те, кто и так находится в уязвимом положении. Это женщины и дети. Большее количество звонков поступает от женщин, имеющих детей. Это и понятно, они переживают не только за себя, но и за своих детей. Мы же сегодня строим свою работу в соответствии с поступающим запросом. Оказываем психологическую поддержку тем, кто к нам обращается. В силу своих возможностей стараемся дать совет, успокоить. Предлагаем некоторые методы разрешения проблем. Даем соответствующие психологические рекомендации. Нам всем это время нужно мужественно перенести, соблюдая режим самоизоляции и меры безопасности, озвучиваемые медицинскими работниками. Как отмечает заведующая кафедрой психологии Марем Тачиева, в этот непростой период сотрудники Ингушского госуниверситета на предложение создать горячую линию тут же отозвались и дали свои личные номера, чтобы люди могли им позвонить и получить помощь и поддержку. Эта работа продолжается и по сей день. Некоторые жители региона звонят как ранним утром, так и поздно вечером. Несмотря на это, зная о проблемах и депрессивном состоянии людей, каждый вопрос тщательно анализируется и рассматривается со всех сторон. Сегодня в республике, как и во всем мире, сложилась тревожная ситуация, связанная с коронавирусом. Информация о количестве заболевших людей, смертность каждый день нас беспокоит, увеличивается. И наш с вами разумный, взвешенный подход к проблеме может помочь нам выйти из этой ситуации с меньшими потерями. Имею в виду не только смертность людей, количество заболевших людей, но и сохранение психологического здоровья людей, физического здоровья, хорошие взаимоотношения. У нас есть четкое разделение проблем людей, живущих в квартирах и в частном секторе. Проблемы очень специфичны, не похожи. Если у тех, кто живет, например, в частном секторе, имеется возможность, большая площадь, возможность выйти во двор, пообщаться, даже изолироваться друг от друга, когда необходимо, то те, кто живет в квартирах, у них этой возможности нет. Кроме того, еще есть большая проблема для родителей, что они боятся отпустить своих детей на площадку. И выходит, что в силу этой скученности людей внутри квартиры возникают определенные проблемы,
Особенно страдают в этой ситуации дети, потому что в силу своей физической активности, возрастных особенностей, они требуют нормальных жизненных условий, и в частных домах эти условия есть, а в квартирах эти возможности ограничены. Звонки принимают профессионалы, дипломированные психологи, в основном кандидаты наук, а также практикующие психологи. Потому в любой сложившейся ситуации смогут ответить на все поставленные вопросы. Светлана Томова, Новости 24.